Следствием подавления башкирского восстания 1735-1740-х годов стало усиление геополитического влияния Российской империи в Центральной Азии. Поражение в долгой шестилетней войне ухудшило положение всех народностей Урала-Поволжья. Сломив сопротивление башкир, правительство приступило к переводу их в военнослужилое состояние, а также к массовой христианизации казанских татар, чувашей, маринцев. Как следствие, в 1755 году вспыхнуло очередное башкирское восстание, получившее в народе название «Бурзянский бунт». Кто был лидером движения? И каковым был итог восстания? Каждое башкирское движение имело свое народное название, известное Дайчиновщина, Сиитовский бунт, Алдаровщина, Акаевщина, Карасакальская война. Башкирское восстание 1755 года народ окрестил Бурзянским бунтом. В краеведческой и публицистической литературе оно по имени муллы Батыршаха Алиева иногда именуется восстанием Батырши. Поэтому возникает вопрос, какое из принятых названий более соответствует сути и смыслу движения. Русский историк XIX века Владимир Витевский в своем капитальном труде «Иван Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года» утвердил за муллой Батыршой Алиевым роль вождя, написав следующие строки. Восстание башкирцев в 1755 году против русских под руководством муллы Батырши Алиева. Однако данное утверждение не соответствует реальности. Конечно, говорить, что он идеолог, что он управлял восстанием, он готовил его, это позднее рассуждение такой советской историографии, которая хотела показать восстание как некое единое действие. И вот поскольку наиболее ярким было письмо потом Батырши, когда он находился в заключении императрицы, вот эти прокламации, было удобно в историографии, чтобы не называть его просто восстание 1755-56 года, восстанием Батырши. Но это уже поздние названия, которые дали историки абсолютно для того, чтобы просто различать это движение. В 1756 году, уже находясь на положении государственного преступника в Шлиссельбургской крепости, Батыршах Алиев написал письмо обращения к императрице Елизавете Петровне, в котором назвал причины, приведшие к восстанию башкир, описал положение мусульман Башкирии, а также изложил свои мысли относительно гармонизации отношений между исламом и властью. Судя по письму Елизавете, можно заключить, что Батырша был высокообразованным человеком, философом, моралистом, религиозным мыслителем. И можно назвать правдоискателем. Он был идеалист. Верил в такие вещи, которые, можно сказать, были трудноосуществимы. Понятное же дело, что Елизавета ни за что не пошла бы навстречу с ним. Тем не менее, он вот этого добивался. Абдулла Алиев по прозвищу Батыршах. Мулла из аула Карыш Сибирской дороги Уфимской провинции, ныне Балтачевского района Республики Башкортостан. По этническому происхождению Мишар, мещеряк. Письмо Батыршаха Алиева является ценнейшим в своей аутентичности историческим источником о жизни мусульман середины XVIII века. Его, служителя ислама, в первую очередь возмущала религиозная политика властей Российской империи. Он писал Елизавете: «Архиереи русской церкви наших братьев по вере, то есть правоверных мусульман, живущих в Казанской, Оренбургской и Тобольской губерниях, переводят из веры ислама в русскую веру путем угроз, хитрости, запугивания. Может ли быть хуже того, когда совращают людей с правой верой, истинность которой они признают, в веру истинности которой они не признают? Ведь людям любого исповедания дорога именно своя вера».
Башкирские восстания 17-18 веков, например, сиитовский бунт, шедший под знаменем ислама, удерживали правительство от агрессивной религиозной политики. Но вот восстание 1735-40 годов было потоплено в крови, и властям показалось, что настал момент начать христианизацию так называемых инородцев Поволжья. Одним из последних указов императрицы Анны Иоанновны, умершей в 1740 году, было учреждение новокрещенской конторы. Елизавета, занявшая трон после смерти Анны, почти не вникала в государственные дела. Отсутствие монаршего внимания развязало руки наиболее радикальным клерикалам. Начальники новокрещенской конторы архимандриты Дмитрий Сеченов, Сильвестр Гловацкий, архиепископ Казанский Лука Конашевич рьяно взялись за дело. В этой христианизации, конечно, в основном действовали экономическими методами. Мусульман, которые принимали христианство, значит, освобождали от налогов на несколько лет. И если в деревне кто-то принимал христианство, пусть даже их было 1-2 человека, то остальное население мусульманское уже не имело права жить в этой деревне и стояло перед дилеммой либо креститься, либо искать другое место жительства. Так или иначе, буквально за несколько лет правительству удалось крестить более 200 тысяч человек. 19 ноября 1742 года вышел сенатский указ, повелевавший разрушить мечети во всех селениях Казанской губернии, где проживал хотя бы один новокрещенный инородец, дабы предотвратить обратную конверсию в ислам. Только в одном Казанском уезде было уничтожено 418 из 536 мечетей. Результатом этих мер стало крещение 200 тысяч чувашей, марийцев и казанских татар. К середине 18 века в Среднем Поволжье оставалось всего лишь 100 тысяч мусульман мужского пола. Именно эти действия правительства подверг осуждению Батыршах Алиев в своем письме Елизавете. Разумеется, он рассматривал ухудшение ситуации в рамках того дискурса, в котором он находился. Он был мулла. И, разумеется, он в первую очередь опасался и боялся, и протестовал против того, что шла политика насильственной христианизации татарского населения и не башкирского населения. Там работала специальная крещенская контора, и, собственно говоря, вот это его возмущало, как служитель ислама. Это совершенно нормальное явление. И очень много он писал как раз об этом. Действие сенатского указа 1742 года, направленного на разрушение мечетей, первоначально распространялось и на Башкирию. Однако уфимский вице-губернатор Петр Аксаков в своем письме Сенату выразил беспокойство относительно этих мер, опасаясь, чтобы башкирцы не поставили себя в тяжесть. Поэтому следующий указ вышел в значительно смягченном виде о нестроении башкирам мечетей близ селений новокрещенных иноверцев. Религиозную политику властей этого периода в литературе часто именуют насильственной христианизацией. Но насколько корректно данное выражение? Переход в христианство для большинства новокрещенов не являлся вопросом жизни или смерти, как это было в Испании времен реконкисты, где за отказ креститься мусульманина или еврея ожидала смертная казнь. В большинстве случаев российские власти и церковь использовали материальные стимулы к принятию крещения. А в тех регионах, где они встречали сопротивление, происходил отказ от данной политики. Тому примером Башкирия. В 1751 году Сенат рассматривал дело 11 башкир Салжиутской волости и Сетской провинции Сали Бускунова с товарищами. Сали Бускунов, башкирский сотник Салжиутской волости, рудопромышленник, жил на территории современного Кунашакского района Челябинской области. За некую провинность, вероятно, за несанкционированную добычу золота или серебра, Сали Бускунова и его товарищей было решено сослать на вечное поселение в Тобольскую губернию. Однако власти Исетской провинции обещали списать вину при условии принятия ими крещения.
Башкиры наотрез отказались креститься и переселяться куда бы то ни было. Как следует из сенатского дела, оные башкирцы говорили, что они, башкирцы, им, посыльщикам, в руки живые не дадутся. А Сали Бускунов лично сказал переводчику Гордееву: «Воля да нашей государине, хотя смерти предаст, креститься я не желаю и не буду». В конечном итоге власти оставили их в покое, а Сенат пришел к выводу: правительствующий Сенат состояние башкирцев совершенно уже изволит знать, он и народ противных замыслов употреблять, хотя и кажется ныне не в состоянии, но в богопротивном своем магометанском законе толь крепки и замерзелы, что весьма сумнительно, дабы они по легкомыслию своему в рассуждение оного своего закона не впали в какое крайнее отчаяние. Они паче, когда между ним разгласится, аки бы их всех в неволю окрестить хотят. Легкомыслию и отважности их пример – последнее их замешание, ибо под видом якобы охраняя свои вольности и земли, почти ни за что бунтовали и помирали. Одним словом, правительство отказалось от мероприятий по христианизации башкир, поскольку опасалось нового восстания. Вопросы веры, они играли большую роль для идеологов восстания, но не для самих башкир. Потому что, я повторяю, такого массированного подавления ислама, оскорбления мусульман, мы не видим в Башкирии. Здесь скорее идет совершенно иная форма, так сказать, агрессии в отношении населения. Да? Это в первую очередь последствия восстания 1735-40-х годов, которые, я повторяю, сопоставимы, наверное, в истории народа с революцией 17 года и гражданской войны. По масштабам, значит, трагедий, по слому традиционного быта, восстание 1735-40-х годов, оно надолго оставило вот такой трагический след. И оно стало вот основой для нового выступления, по сути дела. Последствия поражения предыдущего башкирского восстания 1735-40 годов выражались в том, что правительство приступило к милитаризации башкирского общества, вводя внутри него военную иерархию и готовя переход башкир в военно-служилое состояние. Основание Оренбурга и одноименной губернии, ставшей следствием поражения башкирского восстания 1735-40 годов, более всего сказалось на и без того нелегком положении полиэтничного сословия типтярей. Теперь они должны были поставлять рабочие команды на строительство Оренбурга и линии крепостей вдоль реки Яек. Башкиры и мишары стали привлекаться для содержания почтовых ямах, пограничной службе и разъездам. Мишарам и типтярам были обещаны золотые горы за участие в подавлении недавнего башкирского восстания. Но вышло совсем наоборот, плюс религиозное угнетение. В Башкирии зрело всеобщее недовольство. Коренное население больше всего раздражало строительство горных заводов, начатое в этот период. До поражения башкирского восстания 1735-40 годов внутри Уфимской провинции не было ни одного подобного заведения. То есть к 50-м годам на территории Уфимской провинции, по-моему, уже 30 заводов железоделательных, медиплавильных. И каждый завод имеет огромную округу, так сказать, земель. То есть правдами, неправдами изъятых из башкирского, так сказать, владения. Как известно, один из лидеров крестьянской войны Пугачева, Салават Юлаев, вот его отец Юлай Азналин 20 лет ввел судебную тяжбу с Полевским заводом, который незаконно отобрал там несколько тысяч, так сказать, десятин земли у вотчинников Шайтан-Кудейской волости. Да? То есть это сплошь и рядом идет. Последней каплей, переполнившей чашу терпения башкир, стало введение государственной монополии на соль. Отныне они были обязаны покупать соль, добытую на принадлежавшем им прежде илецком месторождении, из казенных магазинов. Башкиры владели илецкими промыслами там еще до того, как, так сказать, Башкирия вошла в состав российского государства. И башкиры платили за эту соль соляной ясак в 17 веке за пользование илецкими промыслами.
И до начала XVIII века, как пишет прапорщик Аничков, туда кроме башкир никого не допускали. То есть, когда он попытался уговорить нескольких старшин, чтобы они хотя бы показали, что это такое, они категорически отказались, сославшись на то, что там очень опасно находиться. Что мы, когда добываем соль, отправляем там туда команду из 3000 человек, пока 1000 соль добывает, 2000 отбиваются от калмыков и казахов. Соль в то время являлась единственным консервантом. Ее монополизация больно ударила по материальному положению всего населения Башкирии. Подсчитано, что фискальное нововведение увеличило налоговое бремя в 6 раз. Историк Витевский писал: озлобленные башкирцы заявили, что соль покупать из казны они не желают, а будут брать ее, как раньше, из казны Господа Бога нашего. Башкирцы, хотя и согласились покупать соль из казны, но тайно в душе еще более озлобились. Чтобы избавиться от притеснений и довести о них до сведения государыни, башкирцы решили восстать. Кто же был душой заговора? К сожалению, об этом история умалчивает. Известно лишь одно. В марте 1755 года к Батыршаху Алиеву, одному из наиболее уважаемых улемов Башкирии, приехал некий Исмагул, башкир Кальчир-Табынской волости, и передал ему анонимное письмо, в котором адресату напоминался аят 8 суры Корана: «О пророк, побуждай верующих к сражению». Кем было написано письмо, осталось тайной. Но именно после этого визита Ахун Батыршах стал рассылать возмутительные письма ко всем местным и соседним мусульманским народностям – казанским и сиитовским татарам, типтярам, мишарам, казахам с призывом подняться на борьбу во имя поруганной веры. Очевидно, тайные организаторы восстания решили расширить его социальную базу, памятуя прежний негативный опыт, когда против повстанцев правительство сумело мобилизовать не только мишари, типтяри и казанских татар, но также верных башкирских старшин. Если вы посмотрите документы восстания 35-40-х годов, это 6-й том материалов Башкирской ССР, то вы обратите внимание, основные военные действия, особенно во второй половине времени восстания, это гражданская война. То есть там правительственные войска действуют как карательные силы в основном. А вот основные военные действия разворачиваются между лояльными, верными старшинами и неверными. Вот этот как бы аспект был учтен идеологами, так сказать, руководителями восстания, следующего восстания, Батырши, когда, в общем-то, сделана была ставка на объединение на другой платформе. Не на этнической, не на чисто башкирских целях, а на платформе принадлежности к исламу. Оставалось найти объединяющую фигуру, способную привлечь на сторону восстания небашкирское население Южного Урала. Для этого нужен был какой-то авторитетный, широко известный деятель, желательно религиозного толка. Именно таким был мишарский мулла Батырша, к которому башкиры обратились с предложением. Батырша согласился и составил ряд воззваний отдельно к мишарам, татарам, типтярам. Но к башкирам, естественно, воззвание не нужно было, потому что именно башкиры были инициаторами восстания. И вот в обращении Батыршаха Алиева к мусульманам прозвучал прямой призыв к восстанию. «О правоверные, объединяйтесь, 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 ведите священную войну, повинуйтесь и следуйте велению Аллаха, как повелел Он в Священном Писании. Выступайте на войну с легким и тяжелым оружием, всем достоянием и душою ведите священную войну во имя Аллаха». Таким образом, башкирские восстания XVIII века развивались по пути расширения своей социальной базы. После поражения восстания 1735-40 годов башкиры попытались организовать общемусульманское движение. Когда это восстание потерпит крах, они придут к идее объединения всех оппозиционных сил вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. И тогда вспыхнет пугачевщина. Самое крупное восстание в истории
истории России, причиной которого, как сообщает источник, были яицкие казаки, которые, сообщась заедино думаю с башкирцами, хотели отменить учиненную им обиду от бояр. Восстание вспыхнуло раньше срока и абсолютно независимо от планов его руководителей. 15 мая 1755 года башкиры Бурзянской волости Худайберды-Мулла и Джилан-Иткул напали на горно-изыскательскую партию Ивана Брагина, занимавшуюся поисками драгоценных камней и глины для фарфорового завода близ озера Талкас. Злодеяния Брагина, грабившего окрестных башкир и творившего насилие в отношении их дочерей, вошли в местный фольклор, а его убийство стало той искрой, вызвавшей пламя мятежа. Академик Иван Лепехин, побывавший в 1770 году, то есть через 15 лет после восстания в Бурзянской волости, писал: «Имя бурзянцев для нас было страховато для бывшего в 1755 году от сей волости возмущения бурзянским прозываемого. Сей бунт произошел от каменотесца Брагина». Худайберда-Мулла, по сути, поднимала восстание со своими товарищами, не ждал никаких воззваний от Батырши, они действовали самостоятельно. Вот сам характер действий на юго-востоке показывает, что это было восстание башкир, которые вот на Гайской дороге, и они действовали по своему плану. И когда ситуация начала ухудшаться, по прежней договоренности, недовольство ведь росло давно, они ушли к казахам, потому что с Нурали-ханом они договорились еще в 1754 году, что в случае каких-то таких притеснений они уйдут к казахам, откочуют к ним. Убив Брагина и его команду, башкиры Бурзянской волости разорили ряд почтовых станций, а затем стали переплавляться через Яик с намерением уйти в казахскую степь. За ними в погоню вышел отряд правительственных войск, который в короткой схватке был разгромлен, а его командир-капитан Лядомский убит. В этой стихийной вспышке насилия оренбургский губернатор Иван Неплюев разглядел зачатки несравненно большей опасности и немедленно принял меры. Иван Неплюев, 1693-1773, государственный деятель и дипломат, адмирал, основатель Оренбурга и первый губернатор Оренбургского края. Но Неплюев сразу понял всю опасность положения и выслал к местным событиям свой отряд. Были схвачены старшины и сотники, которые не принимали участие в убийстве Брагина. Тем не менее, их привезли в Оренбург, жестоко пытали, все они там умерли в оренбургской тюрьме. На территории Бурзянской волости в срочном порядке была построена Зилаирская крепость. Таким образом, Неплюев, как он считал, принял все превентивные меры. Повстанцы планировали оставлять свои семьи в казахских кочевьях, а затем нападать на расположенные на юге Башкирии войска. Однако Неплюев, предвидевший такую возможность, отправил повеление казахскому хану Нурали злодеев-башкирцев в киргиз-кайсацких улусах ограбить и разобрать по разным рукам, пленниками учинить. Сам Батыршах в это время находился в Оренбурге и в соседней с ним Каргалинской слободе, где пытался склонить местных татар присоединиться к восстанию. Однако те ответили, что присоединятся к башкирам только в том случае, если те одержат верх над царскими войсками. Соплеменники Мишары ответили призывом мятежного имама в том же духе, за что удостоились с его стороны горького порицания. Ваше положение походит на положение лисицы, у которой и хитрость дошла до конца, и шерсти не осталось, и которая кивает хвостом то направо, то налево в поисках спасения, когда ее нагоняет собака. Несмотря на то, что южная часть Башкирии была наводнена войсками, в августе 1755 года боевые действия возобновились. Башкиры разорили несколько заводов и крепостей, а затем разгромили отряд капитана Шкапского. Однако в скором времени повстанцам пришлось позабыть о войне, так как до них дошли сведения о том, что их жены и дети, оставшиеся в казахских степях, были захвачены по приказу Нурали-хана.
Действительно, большая часть казахов, по сути дела, выполнила требования Неплюева, по крайней мере, не принимать их у себя, а лучше ограбить, отнять у них жен и имущество, а самих выдворять за пределы границы. Да? Особенно вот младший Жус в этом поусердствовал, где хан Нурали, по сути дела, выполнил свой долг перед Россией. Он действительно, в общем-то, ведь там шли бои даже между башкирами и казахами, поскольку башкиры быстро убедились, что казахи младшего Жуза в основном настроены к ним враждебно. Иван Неплюев в своих записках удовлетворенно писал: «Башкирцы ж, мужья и отцы, увидев в своих защитниках и обнадеживателях такое над женами и их над дочерьми насильство, принуждены нашлись защищать их с потерянием жизни, и сим способом погибло немало башкирцев и киргизцев. Озлобленные башкирцы обратили всю свою ярость на ближайшие киргизские улусы. Многих побили и взяли их жен и детей и весь скот. Сие происшествие положило такую вражду между народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна». Таким образом, восстание переросло в башкирско-казахскую войну, длившуюся до 1756 года. На зажигательные призывы Батыршаха Алиева откликнулись лишь башкиры самой северной Ганинской волости, нынешнего Бардымского района Пермского края. Они сформировали отряд, но когда пришли к нему в аул, то не обнаружили своего вождя. Всего лишь за день до этого мятежный имам, потерявший всякую надежду на успех своего дела, скрылся с группой своих учеников. Через год он был схвачен в ауле Азяк, нынешнего Бурайского района Башкортостана, мишарским старшиной Сулеймановым Диваевым. Батыршах Алиев сознательно пришел в данное селение, чтобы с помощью Сулеймана Диваева, с которым был давно знаком, оформить явку с повинной и, главное, донести до императрицы о положении мусульман. Однако за его голову была назначена награда в 1000 рублей, а явка с повинной аннулировала бы ее. Поэтому старшина, не желая терять столь большие деньги, заявил о поимке опасного государственного преступника. Свои дни мятежный имам закончил в Шлиссельбургской крепости. Ну и, соответственно, Батырша не являлся руководителем восстания. Он потенциально был идейным вдохновителем, но ему даже не удалось выполнить эту миссию, в чем, конечно, его нельзя винить. Это не его вина, что ему не удалось поднять вот эти вот народы. Казанских татар, мишарий, тептярий. Он к этому стремился изо всех сил. Восстание, задумывавшееся как общемусульманское восстание, в значительной степени было подавлено руками самих же мусульман. Иван Неплюев в своих записках писал: «Тефтяри и мещеряки с такой ревностью против башкирцев вступились, какой только желать возможно было, а знатнейшие их старшины отправили от себя для сыскания тех возмутителей таких людей, которые их в лицо знали». Несмотря на то, что восстание 1755 года или Бурзянский бунт был самым незначительным из череды грандиозных башкирских движений 17-18 веков, оно имело большое историческое значение. Мираж общемусульманского восстания, возникший перед глазами властей благодаря красноречивым воззваниям Батыршаха Алиева и подкрепленный вооруженной борьбой Башкир-Ногайской дороги, настолько напугал правительство, что оно решило пересмотреть свое отношение к исламу. Одиозные деятели новокрещенской конторы были удалены из Казанской губернии, в которой вновь было позволено строить мечети. Фактически ислам перестал быть гонимой религией, за что башкирский народ заплатил десятками тысяч жизней.